9-10 лет мне примерно было, когда я начал заниматься сам. В 17 лет я тренировал детскую группу юниора, то есть там с 3 до 15 лет. Я занимался, проходил курсы, полностью понимаю то, чем занимаюсь уже. Скорее, наверное, играть, потому что не всегда легко слушать то, что тебе говорят, не всегда тебе нравится, не всегда ты согласен с тем, что происходит. И из-за этого, наверное, тяжелее прислушиваться к чужому мнению. Особенно, когда когда тренер, особенно твой ровесник. Особенность у нас в том, что мы тренируемся практически каждый день. У нас 3 тренировки в неделю именно в зале, 2 товарищеских матча обязательно каждую неделю. И 3 раза в неделю мы еще посещаем тренажерный зал. То есть очень плотно занимаемся всеми этими тренировками, самими нагрузками получается. Прошлая игра — это, наверное, самый эмоциональный матч. Вообще я считаю, что это один из самых лучших матчей, наверное, за все время сыктывкарских лиг. Потому что 5-1 мы проигрывали, и за 3 минуты до окончания второго тайма, до конца игры, мы выиграли 6-5, забив 5 голов. Устрашение, когда они проигрывают, это, наверное, их любимый челночный бег, это то, что они обожают. Особенно, когда у нас плохо с дисциплиной на тренировках, это челночный бег обязательно. То есть, те, кто не бегал челночный бег, не знают, что это такое. В первую очередь мы должны забирать вторую лигу, как я считаю. Хоть мы и проиграли 2 первых матча, но это были наши первые игры. Следующие игры мы проигрывать больше не намерены. То есть вторая лига, Кубок Сыктывкара, мы планируем уже выигрывать в этом году. А дальше мы уже посмотрим в первой лиге. Будем заявляться, наверное, уже со следующего года на более высокие соревнования. Это междувузовские по всей России, которые проходят. Там дальше уже будет известно. Пока что мы поставили себе цель — это выиграть вторую лигу. Но это надо было видеть просто. Да, это не описать словами. Вот посты у нас в ФКСГУ, там все максимально искренне передано на самом деле. При счете 1-5 действительно было состояние, что вот, шансов мало на самом деле. Но, знаете, когда мы забили второй, я уже был уверен, что мы отыграемся. Правда, была очень эмоциональная игра. Очень хотелось бы поблагодарить наших болельщиков, потому что они нас гнали вперед. Когда был счет 5-2, было прям не до смеха, не до шуток, потому что мы очень сильно проигрывали. Это была очень важная игра. Вот. Если бы мы проиграли, мы бы, скорее всего, уже вылетели из группы, поэтому большое им спасибо за то, что нас поддержали. Вот, этого нам как раз-таки не хватало. Очень мало ошибок у нас стало. Вот, и в итоге мы выиграли. Даже не важно, сколько минут провел ты на поле. Главное, что ты всегда часть команды. С первой до последней минуты. Вот даже сейчас мы в довольно-таки неформальной обстановке, но зато мы единая команда с прекрасной атмосферой. У нас бывают взлеты и падения. Мы где-то выражаем недовольство друг другу. Но самое главное, что мы честны друг с другом. И это делает нас сильнее. Только победа. Это даже не обсуждается. Да, по-другому. Проигрывать нельзя. Я встаю, значит, мы выиграем. А я ладно кушаю. А ты как талисман в команде или что? Да не, просто. Бомбардир. У нас талисман был 12 номер. Если он не уходит, мы выигрываем.